Ну, Таринка, расскажи, как ты встретилась с инопланетянином? Я иначе сформулировать вопрос не могу. Я же не знаю, инопланетянин это или не инопланетянин. Ну, вообще, расскажи. Была сущность. Ну, давай, расскажи, как это было и в каком году это было? В году 300 лет назад. Это, наверное, где-то было в 2002 году. Зимой, летом? Летом, жарким, наверное, июльским днем. В деревне Чаптакова? В деревне Чаптакова, Одесский район, Республики Хакасия. Дома у тебя, короче. Дома у родителей, да. В дальней комнате, где были занавешены окна, было темно-притемно. А мама сказала, так делать нельзя, чтобы злые духи не собирались. А мы же балбесы, мы и все равно так сделали. Один раз пришли с Анечкой из клуба ночью и зашли в комнату. Анечка легла спать. В комнате стояли две кровати и диван. Здесь была книжная полка. Анечка легла здесь на первой кровати. Здесь был включатель справа, когда в комнату заходишь. А я на диван и повернулась спиной к входу. Потом, где-то минут, наверное, может 10 пришло, я уже чувствую, что я сейчас буду засыпать. Анечка такая: Иринка, включи свет. А я молчу, думаю, ну нафиг. Она говорит: Иринка, включи свет. Я говорю ей: ты же выключатель, я сама включаю свет, я не буду. Иринка, ты это видишь? И я поворачиваюсь через спину, такая чик. И вижу, что на уровне человеческого роста возле этажерки, возле входа, прямо возле Анечки, стоит, человека-то самого не видать, потому что темным-темно, и окна занавешены, все черным-черно, светятся вот такие миндалевидные глаза. Как фосфором, салатовый цвет такой, да, вообще, в темноте. Она говорит: ты видишь? Я говорю: вижу. И когда она говорит: включи свет, и плачет, а мне жалко, что у меня это туман вообще. И такая чик вдоль стеночки иду, такая, и эти глаза на меня так. И они прямо поворачиваются, да. Я шла, по твоей траектории движения, да? Да, я движусь, как бы они поняли, что так получается, видят, что я двигаюсь. И чик на меня так чик, то есть агрессии никакой такой не проявлялась. Просто шла, а потом палец на включатель поставила и думала, схватить сначала за глаза или включить свет, или наоборот, а вдруг там зубы, и делала одновременно так чик. Выключила свет, уже никого не было, ничего не было. То есть ты включила свет, уже этой сущности не было. Да, выключила свет, тоже не было. Да, я так несколько раз сделала, и все. А как вы определили, что это не галлюцинации? Потому что мы вдвоем видели. Галлюцинации же не могут у одного человека только бывает по науке. А мы же не можем вдвоем видеть одно и то же. Правда, нам никто не видит. Ну ясно. А как ты сама интерпретируешь это явление? Я думаю, что это был инопланетянин. Именно инопланетянин? Да, просто интересно же ему было, наверное. Он был, наверное, молодой зеленый инопланетянин, которому было интересно понаблюдать за реакцией людей. Зачем для изучения? Именно трансплантация же органов захотели забрать. Не, как бы смех смехом, но я-то вот реально сейчас, я понимаю, вот с научной точки зрения, именно с точки зрения науки, я понимаю, что иные формы сознания, они есть. Только мы их не воспринимаем как за развитые цивилизации. Потому что мы думаем, что умнее человека нет в природе вещей. Так не думаю, все равно. Вот поэтому я спрашивал проявление того, что вы видишь. Ну, я-то лично вот не наблюдал эти вещи вот именно вблизи. Поэтому как бы вот интересно было. А какие ощущения? Не было ощущения страха? Мне было страшно, потому что у меня Анечка плачет. Все. Ответственность какая-то. Да, ответственность больше всего за младшего. И все, в принципе. Страшно было потом. Когда оно исчезло. Мы быстрее скрутили матрас и убежали спать в зал. И потом я не спала в этой комнате 2 года. А потом, когда 2 года прошло, Виталик уже спал в этой комнате. Он сказал, какие зеленые глаза, еще папа придумала эти. И я специально шла, боролась с своими страхами. Приедешь, я в ожидании комнаты. Чик, свет выключишь, вот так одела.
потянешь и лежишь, и смотришь, когда же появятся эти зеленые глаза. Вот так вот. Ну, до сих пор они не появились. Нам никто с Анечкой не верит. Мы только иногда так вспоминаем эти зеленые глаза, друг друга с улыбкой смотрят и вспоминаем, что нам никто не верит, и все считают, что мы всех обманываем, шутим. Вот так. На самом деле это все было. В реальности? В реальности, ну. Угу. А потом ты как-то искала подтверждение вот этому явлению в литературе или еще где-нибудь? Да, нет, потому что миндалевидные же глаза, да, то есть как бы это один из признаков неопознанных НЛОшников, да, так скажем, их цивилизации. Поэтому сразу мы подумали, что это было НЛО. Не какой-нибудь там призрак, еще какая-то страшилка. Просто то, что были реально миндалевидные глаза. А это же научно доказано, что они у них такие гуманоиды же имеются. Ну, есть. НЛО. Не знаю, вот насчет этого я утверждать ничего не могу. Но есть такое мнение. Много же. Да, мнение такое есть, но утверждать ничего не могу. Ну, этот факт, просто я записываю видео. Почему? Дело в том, что я понимаю сейчас, что таких фактов у народа не единично. Дело в том, что я слышал, ну, по-хакасски это звучит худый тусканджир в Таштыбском районе. Это в начале века. Это многие видели это явление и обозначили, как, ну, как Бог спустился с неба, допустим, да. И там поставили крест, даже кажется. И люди, и в Таштыбском районе я точно не скажу, надо расспросить у людей. Но это явление я слышал сам несколько раз. Худой тусканджир. И туда люди реально ходили молиться. То есть это дело как-то они специально отметили эту территорию. Но кто? Не знаю. Но худой тусканджир, что такое худой тусканджир? Это, ну, возможно, да. Метеорит грохнул сюда. НЛО. Прилетела тарелка какая-то. Ну, примерно, я так представляю. Сегодняшним пониманием. Другие есть истории, которые я слышал. Но лично я сам наблюдал одно явление. У меня было подозрение, что это вот, я обозначил как НЛО. Это тоже было где-то в 90-е годы. На электричке мы все сошли. Тоже была уже где-то осень, 7:30. И мы пешком пошли от Раздольной до Аскиза. Я когда повернулся в сторону станции Аскиза, и я в небе вижу какой-то прожектор освещает станцию Аскиз, светит в сторону станции Аскиз. Я сначала подумал, что это фонарь, столбовой какой-то фонарь. Но потом прикинул, столбовой фонарь на расстоянии 5 километров на такой высоте не может быть. Потом подумал, может быть, это вертолет, но гула не было. А это был небесный объем. Он четко и ясно высвечивал с неба, он с одной точки. И свет постепенно немножко угас. Электрический свет, фонарь выключаешь, он резко выключается. А этот свет, он постепенно гас. Я такого явления не видел. Может быть, это электрическое явление какое-то есть. Для себя я это обозначил как НЛО. Непонятно. Без гула, без ничего, ну, таким образом высвечивал. Еще я видела летающую тарелку. Ну, расскажи-ка. Была, наверное, 99-й год или 2000-й, 10 или 11 класс гимназии. Мы после отбоя пошли к девчонкам в А-класс в спальню. Она большая спальня, там около 11 кроватей. Ну, там каждый, кто делами своими занимается, кто болтает, еще что-то. Ну, в общем, там, получается, гимназия 3-й корпус, и сразу корпус это спортзал. Ну, Миша представляешь, да? Это гимназия. Сейчас современная гимназия Катанова. Да. Ага. Ну, так вот, 2-й, 3-й корпус. Между 3-м и спортзалом, 3-м корпусом спортзалом, есть там, ну, не знаю, сколько там метров расстояния, ну, довольно-таки приличное. В общем, было уже темно, все собрались там, даже смотрели телевизор, как еще «Охотники за привидениями», до сих пор фильм, помню, все такие настороженные, как бы. И мы тут такие в своей комнате сидели, что-то болтали, а там пришли какие-то, было лето уже, ну, или тепло было, и там пришли, короче, эти русские какие-то пацаны, начали там девчонкам что попало говорить, короче, и один говорит, я сейчас к вам залезу. А они это, и там на первом этаже решетки, потом идет вот как плинтус, ну что-то такое. И вот он как-то так залез, и появился, ну, то есть буквально там за несколько секунд он уже был вот на уровне, то есть 2-го этажа, почти мог, ну, залезть. А у нас окна были открыты. Ну вот мы там, помню, с Зоей начали закрывать эти окна. Быстрее наши конкретно все закрыли в одном окне,
потом во втором, и я подошла к третьему окну. И все как бы, то есть смотрят же за тем, как бы, чтобы не пустить человека в комнату. А я на третьем окне вот так шпингалет закрывала, вытянутая такая фрамуга, стояла на подоконнике. И в это время, вот так вот, короче, из-за спортзала залетает какая-то приплюснутая субстанция, переливающаяся всеми цветами радуги, как определенная форма такой не имела, просто как бы диаметром, наверное, на около 6 метров. И она вот так, получается, из-за спортзала такой летает, и вот начинает вот так хаотично двигаться, то есть как между спортзалом и третьим корпусом. Все в ужасе, ну там, не знаю, может, человек 10 было нас. И все начинают просто кричать, орать и вылетать из комнаты. Самая первая, кто вылетала из комнаты, это была я. А в это время, представляешь, все смотрят же на этаже, это охотники за привидениями, там тоже своя интрига, своя страшилка. И в это время подлетает нянька к нам на этаж, ну, это этажная, и говорит, вы чего кричите? А я что скажу, ложь? Я говорю, там мышка. Говорит, вы что, дуры, типа так из-за мышки орете. Ну вот, мы быстро включили свет, ну и потом вот эта штука исчезла. Вот так, реально видела. То есть она не имеет, показывает, да, там какая-то сплюснутая с краю, тарелочка, да, там какой-то там стеклянный, не знаю, как называется эта штука. И сколько человек это видело? Около 10. И они могут подтвердить это? Конечно, могут. У нас 10 человек было. Эта штука такая переливалась, мы потом не знали, что это, и боялись спать опять. Ну так вот. А еще мы в гимназии вызывали духов. Ну, про духов-то не... Ну, вот то... такие вот страшилки. Ясно. Ну, вот это очень интересно, на самом деле. А вообще кто-нибудь об этом где-нибудь писал, нет? Заявлял ли или как-то что-то НЛО мы видели? Наоборот, это же интересно. Да, я видел ничего НЛО. себе, интересно, страшно. Вдруг они потом к нам пешком начнут ходить в гости. Что мы делать будем, да, тетя Галя? Кормить их, что ли, всех? Самим есть нечего. Их еще кормить. Ладно, все, Сережа, завязывай. Ладно. Я тебе так рассказала страшилок.